Русский государственный музыкально-драматический театр представил премьеру спектакля «Паспорт», посвященного 70-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Непривычный подход к теме депортации не оставил зрителя равнодушным. Зарема Евлоева подробнее. Это история о русской девушке, которая, выйдя замуж за ингуша, разделила все тяготы репрессий вместе с новой семьей. 23 февраля разделила ее жизнь на «до» и «после». Смерть дочери, а затем и родителей мужа. Она испытала все тяготы, мучения, лишения и невзгоды спецпереселенца. А ведь для того, чтобы стать свободной, ей нужно было всего лишь принять предложение коменданта, поменять паспорт и вернуть себе девичью фамилию – Васильева. Но свобода, по мнению главной героини, это человечность и преданность семейным ценностям. Подвешенная кукла как символ жизни депортированного народа, который не знал, чем закончится история длиной в 13 лет. В конце спектакля перед зрителем появится образ дочери главной героини, погибшей еще в пути. Она срывает куклу и прижимает к сердцу, будто родная земля наконец примет своих детей. Идея написать сценарий о депортации ингушского народа у Михаила Базоркина назрела после просмотра моноспектакля Национального драматического театра Республики Калмыкия «Голубоглазая каторжанка» в постановке Бориса Манджиева. И теперь гости из Калмыкии приехали специально на эту премьеру. Это были такие истории, но в данный момент, на сегодняшний день, новейшей России, эта тема, она сплачивает, не разъединяет народы. Эта боль должна объединить нас всех. После спектакля зритель долго не отпускал актеров. Бурные аплодисменты, как знак благодарности и восхищения работой театра. А некоторые гости из зрительного зала вышли на сцену поделиться эмоциями и выразить благодарность. Огромное спасибо вам за эту работу, за эту память живых о прошлом и за ваше трепетное отношение к нашей истории. Эту трагедию им удалось передать, а нам удалось все это прочувствовать благодаря игре актеров. Зрители смогут посмотреть спектакль «Паспорт» 26 февраля в 13 часов. Зарема Евлоева, Рамзан Межоев, Новости 24.